Охота за скидками и жизнь без мяса. Очередное подорожание продуктов заставляет украинцев придумать все новые способы сэкономить. Ситуация с ценами на продукты в оккупированном Крыму еще хуже. За одни и те же продукты жителям оккупированного полуострова приходится платить почти на треть больше, чем киевлянам. Почему так? Разбирались мои коллеги. Молоко по 23, масло по 34 и яйца от 26 гривен за десяток. Традиционно к праздникам торговые сети поднимают цены на продовольствие. Интересуемся у киевлян, подорожала ли их продуктовая корзина. Оказалось, да. Нынешние ценники в магазинах украинцев огорчают. Говорят, вынуждены экономить. Обычно отказывают себе в мясе и охотятся за желтыми ценниками. Обалдеть как просто. Я в шоке была. Мясо 170 с чем-то гривен. Биток там, по-моему, это вообще очень. На все, между прочим, не только мясо. У них все очень дорого стало. Я просто сегодня пришла с пустой тележкой. Ну, мясо не брала совсем. Смотришь и на продуктах где-то как-то раньше на ценники особенно не обращал внимания. А сейчас, если где-то какая-то скидка, какая-то, смотришь, обращаешь внимание, ищешь, где есть экономия какая-то. Стандартный для рядового украинца список покупок: молоко, хлеб, масло, картофель, морковь, лук, яйца, сыр и полкилограмма фарша обошелся нам в 200 гривен. Ради эксперимента выбирали самые дешевые продукты. В оккупированном Крыму в гипермаркете той же торговой марки аналогичный набор продуктов будет стоить в 1,5 раза дороже. Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов такую существенную разницу в суммах объясняет отсутствием контроля за ценами. Контроля над ценообразованием на оккупированном полуострове его как такового не осуществляется. То есть там присутствуют сговоры по определению цены на определенную категорию товаров, в том числе и на так называемый борщевой набор. То есть это тогда, когда сети супермаркетов, либо же мелкооптовые торговцы, они договариваются о той или иной цене. От 200 гривен до 2000 в среднем тратят украинцы на продукты за один визит в магазин. И независимо от уровня достатка, повышение цен на продукты одинаково ощутимо бьет по кошельку и киевлян, и крымчан. Но если на материке продукты дорожают под сезон или к праздникам, то в оккупированном Крыму цены неоправданно высокие всегда и везде. Татьяна Сули, Роман Спиридонов, Ислам Пенка, Заман, АТР.